Ассаляму алейкум, я Рустем Скибин, художник, керамист, орнаменталист. Сегодня я вам расскажу об орнаменте крымско-татарском, о его стилистике, об образах и то, какое значение он имеет в нашей культуре. Слово орнамент происходит от латинского слова ornamentium. Это в переводе значит снаряжение, вооружение. Это нечто, что играет вспомогательную и защитную роль и обеспечивает дополнительное подкрепление к образам, к формам, на которых он используется. Родственным является слово «амор», «армур», точнее. Это тоже в переводе «доспехи и снаряжение». Орнамент в истории человечества возникает, когда быт человека наполняется дополнительным, эстетическим, художественным смыслом. Так начинается новый этап в развитии человечества, которое с тех пор перешло к более высокому уровню осмысления окружающего пространства. Формы орнамента возникают как стилизованное представление и отображение нашего мира, а также как попытка передачи абстрактных представлений, откуда рождается сказка, мир волшебства и магии. Как и первая музыка, эти формы имеют базовую структуру ритма, близкого к древнему человеку. Это ритмичный ежедневный труд, перекличка охотников, смена дня и ночи, сезонных циклов природы. Музыкальная запись с нотными знаками появляется чуть позже. Через тысячелетия древний же человек передавал музыку окружающей его жизни орнаментальными символами. Орнамент используется в керамике, металле, резьбе по дереву и кости, в интерьере и архитектуре, в некоторых видах графических искусств, декоре костюма, музыкальных инструментов, исполняя художественную роль. Орнамент при этом всегда подчинен форме и назначению предмета, как бы усиливая, подчеркивая его основные свойства через эстетические внутренние смыслы рисунка. В зависимости от используемого мотива орнамент условно делит на геометрический, растительный, зооморфный, а также на виды структуры, о которых я вам расскажу и покажу. Это ленточный, центрический, обрамляющий, раппортный. Раппортный – это заполняющий пространство. И геральдический. Есть также смешанный орнамент, сочетающий в себе различные комбинации структур всех этих. Все народы мира имеют свои глубокие традиции орнамента. Крымско-татарский орнамент отличается легкостью визуального восприятия, изысканностью и в то же время сложной композицией, что часто ставит непростые задачи расшифровки для художника и для зрителя и трактовки элементов, их сочетаний для исследователей. Семантика орнаментальных форм знаменуется тремя основными факторами. Это время, вид искусства, в котором орнамент используется, и культура самого народа. Его сложившийся образ жизни, откуда проистекает собственная философия и мировоззрение. И также религия. Крымские татары исповедуют ислам, и, соответственно, эта культура, эта религия дает отпечаток на этот орнамент. К примеру, в крымско-татарском орнаменте, симметричном орнаменте, используется асимметрия в цвете. Это уникальное явление, и известно, что если такую симметричную композицию закрыть один глаз и представить вторую половину, то мозг, соответственно, дорисует симметричный цвет. А в крымско-татарском орнаменте в симметричной композиции этот цвет будет совершенно разным. И это самое вводит нас в область надземную, такую сказочную, божественную. Это дематериализация материального мира. Также отличительной особенностью крымско-татарской композиции является импровизация в развитии изначальной темы. Таким образом, строгий канон традиционных символов, знаков, скрытых за ними смыслов, уже в самом рисунке, развиваясь, приоткрывает свои значения, как бы продолжается в интуитивном движении художника и мысли зрителя.
Сегодня у нас в гостях молодые художники, юные. Это Нияра, София и Амина. Они помогут всем нам разобраться, что такое орнамент и как он композиционно строится. Я расскажу на таком примере, как музыка, так как в музыке, как я уже говорил, и в орнаменте есть главное предназначение – это ритм. В этом мне поможет также музыкальный инструмент крымско-татарский думбелек. Сейчас вы послушаете звуки и попробуете их нарисовать. Самый первый звук у нас будет вот такой. Как бы вы его изобразили? Наверное, как прыгающий мячик. Хороший вариант, правильное направление. Рисуем. Можете свои формы. Амина придумала мячик. Все правильно. А теперь послушайте еще раз. Это один мячик или их много? Сколько раз я простучал, столько мячиков получается. То есть каждый звук у нас образуется в какую-то форму. И если мы его нарисуем в ритмическом изображении, то выглядеть это будет примерно вот так. Мы нарисуем, наверное, сразу, как мы определили, круг. Этот круг у нас пусть будет красным. Он имеет вот определенный объем. Давайте представим, что этот лист – это наша комната. И в этой комнате прозвучал вот этот звук. Он имеет свой размер. Если я вот так стукну, то этот мячик будет, наверное, поменьше, да? Это тихо. Если я ударю громче, то этот звук расширяется, и в этом пространстве он становится больше. Мы выбрали средний звук, и так как я простукивал 2, 3, 4, 5, у нас 5 мячиков. Мы их выстроим в одну линию. Что у нас было между этими мячиками, между этими звуками? Паузы. Абсолютно верно. А пауза какая она была? С размером с мячик или меньше? Чуть меньше. Значит, у нас есть мячик, а точнее вот эта форма круга, между которой есть пауза в половину этого мячика. Вот мы уже определили этот размер. А теперь усложним задачу. Что у нас появилось? Какие-то капельки, как Да. дождя. Дополнительный звук, и он поменьше, чем основной. Это он повыше. Если капелька дождя, давайте выберем капельку дождя. Вот она у нас есть. И мы разместим эту капельку небольшую. Он у нас появляется между этими двумя большими звуками, но там тоже есть паузы. Значит, нам нужно будет немножко отодвинуть в половину, в целую. И у нас появляется вот такая штука. Для того, чтобы это было интересно, мы его развернем. Вот так.
примерно у нас все это сложилось, имеет определенный размер, и поместим в эту комнату. Есть. Попробуем усложнить орнамент еще. Дополнительный звук, очень быстрый, резкий, из мелких элементов появился. Точечки. Совершенно верно. Так. Точечки мы сделаем в какой форме? Звездочки подойдут? Сколько лучей на звезде? Кому как нравится? 5. Есть 5 у нас есть. Вот такая звездочка. Мы уберем здесь этот цвет и добавим краски. Пусть он будет у нас такой фиолетовый. Так, а сколько было у нас этих звездочек? 3. И они помельче. Здесь мы уже как художники можем разместить вокруг этой капли, либо каплю мы сдвигаем вперед и ставим эти звездочки вот таким образом. Сейчас мы возьмем целую композицию и ее скопируем, развернем эти элементы, как мы предполагали. И у нас получился вот такой орнамент. То есть это ленточный орнамент, который мы можем уже расположить как обрамление, например, на этом же думбелеке вокруг. И это будет украшение, и это будет нам говорить о том, что этот инструмент издает эти звуки, и можно сыграть эту музыку. Эта композиция самая простая, ленточный орнамент, чередующийся. А если у нас стоит задача нарисовать композицию, например, асимметричную. Асимметрия, вы все знаете, это композиция, которая имеет в этом пространстве большие разные формы, которые не симметричны и не отображают как зеркальное отображение каждого из элементов. Это посложнее, поэтому сначала, наверное, покажу симметричный орнамент. С той же самой музыкой попробуем сделать. Я убираю наши ленточные. И, например, у нас есть один большой звук. Давайте мы его вот так увеличим до такой формы. У нас есть этот средний. Поставим его чуть крупнее так и перевернем. И у нас есть звездочки. Которые звучат вокруг этого большого звука. Вот она наша симметрия. Отображаем зеркально, представляем. И у нас получилась вот такая интересная штука. Это симметричный орнамент. Асимметрия. Берем эту форму, ставим ее, например, сбоку. Пару звуков ставим рядом. Мелкое мы можем отсюда убрать. И сделать из этих 3 звездочек такую композицию. Немножко увеличим.
много. Разместим крупный рисунок таким образом. И для того, чтобы эта композиция у нас была цельной, мы соединим все элементы одной линией, например, веткой. И на этой веточке у нас растут такие бутончики. Такие звездочки. Этому большому звуку мы придадим форму растительную такого хвостика, и у нас получается гранат. Если мы добавим эти же хвостики в эти бутончики, это у нас маленькие, могут быть тюльпанчики, либо гранатики. И, соответственно, в нашем пространстве, в нашем мире есть растения, которые сформированы веками, эволюции. Есть цветы, плоды, листья. Плоды у нас есть, бутоны цветов есть. Нам остается добавить красивые листья. Сделаем их, например, давайте желтого цвета. В крымско-татарском орнаменте, как я уже говорил, есть такое понятие, как дематериализация. Это имеется в виду то, что если в природе у растения в основном зеленые листья, то в орнаменте они могут быть совершенно разных цветов. Цвет в данном случае является таким образом формой, которую вы хотите передать. Например, красный цвет, он имеет свою психологическую нагрузку и имеет свое значение. И вы хотите этим значением передать эту мысль, например, яркость, тепло. И, соответственно, вы делаете эти элементы того или иного цвета. Этим самым вы формируете общее восприятие и настроение этой композиции. Мы нарисовали листик. Давайте, так как это орнамент, также повторим его в элементах этой композиции, разместив по всей форме. И как я уже говорил о дематериализации, из плода произрастает лист, что в природе не всегда бывает. На одном древе или на одной ветке могут быть разные плоды. Это может быть и айва, и гранат. Это то, что не встречается в нашем мире. Это условно можно обозначить раем, где нету ни времени, ни пространства. Это фантастический сказочный мир, о котором я говорил. И мы, художники, его формируем. Получилась вот такая композиция, легкая. Сейчас я вас попрошу нарисовать орнамент и структуру орнамента, который я говорил в начале, например, сеточный орнамент. Как вы его представляете? Можно простыми формами, даже линиями. Прорисуйте. Представляете, что такое сетка? Это может быть поле засеянное. Это может быть ткань. Основная цель этого орнамента – заполнить полностью пространство одним элементом. Совершенно верно, Амина сделала правильно.
чередуя каждую линию и композицию, повторяя ее. Замечательно вы справились с этим заданием. А теперь давайте центрический орнамент. Как вы его представляете, что это такое? В самом названии уже есть подсказка, да. То есть есть центр, и в стороны от него, вверх, вниз, вправо, влево, начинают расходиться повторяющиеся элементы. Какие примеры вы центрического орнамента знаете? Розетка – это элемент, который используется, ну, например, в интерьере как декор потолка, место, куда крепится светильник. Помните такое? То есть есть центральный у нас осветительный прибор на потолке, и от него в разные стороны начинает расходиться орнамент. Тамина нарисовала сейчас один элемент. Если говорить о центре, то центр должен располагаться здесь, поставь точечку, например. Теперь отзеркаливаешь этот орнамент вниз, вправо и влево. Тогда эта композиция становится вот такой цельной. Сейчас это симметричный орнамент. А я пока поиграю и вас вдохновлю. Мы сейчас разобрались со структурами орнамента на основе растительного орнамента. Я еще раз повторю, что орнамент может быть построен на разных темах. Это может быть и анималистика, животные, которые повторяются. Это может быть архитектурный орнамент с элементами архитектуры, геометрический из линий состоящий, каллиграфические из букв, могут быть звезды, астрономия, то есть очень много разных видов, и они также могут быть совмещенными. Растительный с геометрическим, анималистика с архитектурой – это уже фантазия художника. Мы нарисовали самую первую, это ленточный орнамент, самый простой, который исполняет функцию обрамления и подчеркивания предмета, деления его на предмет, на определенные части его формы. В этом орнаменте у нас повторение в ленту. Второй орнамент – это симметричный орнамент. У нас есть элемент, который зеркально отображается рядом. Есть центрические, это аналог симметричного, но он уже отображается на 4 части. У него есть центр, с которого произрастают все элементы. И есть рапортный или текстильный, или так называемый орнамент, паттерн, где он повторяется и не имеет ни начала, ни конца, его можно масштабировать до больших площадей. Этот орнамент просто покрывает нашу площадь. Сейчас мы перейдем к семантике орнамента на примере керамических изделий. Я немного расскажу, что такое значение, какие они имеют смыслы и символы. Крымско-татарский орнамент, как и многие другие орнаменты, несет в себе символы и значения, которые формируются, как я уже говорил, народом, который является носителем культуры
И каждый из этих орнаментов имеет семантику. Также эта семантика передается и формируется в том или ином виде ремесла. Также этот орнамент может передавать определенные ритуалы. Если это свадебный ритуал, и если это вышивка, то, соответственно, есть мастер, художник, девушка, женщина, которая вышивает предметы, которые будут использоваться в ритуале свадебном. И в эти значения, точнее, в эти орнаменты она вкладывает определенные значения, которые, пожелания, которые бы хотела, чтобы исполнились в будущей жизни. Все эти орнаменты в основном, конечно же, направлены на развитие и продолжение рода, если это касательно семьи, чтобы этот род, эта семья и члены этой семьи были здоровыми, богатыми, духовно, физически, материально. Это обозначается одним словом «берекет». И этот берекет можно изобразить в виде маленьких элементов, которые в орнаменте присутствуют в большом количестве. Это богатство. Также, если вы обратите на орнамент, каждый из цветков отдельно имеет мелкие элементы, разбивка формы на такие геометрические, это тоже пожелание богатства. Этим самым вы можете так прорисовать. Я представляю вот две работы, и по пройденному уроку попробуйте определить, какой из них к какому классу относится по структуре. Например, эта работа. Что у нас есть? У нас, да, есть центр, линия, и есть зеркальное отображение. Это центрический, симметричный орнамент, и есть асимметрия в цвете. Помните, я об этом говорил? Если с этой стороны у нас красная роза, то с этой она у нас не красная. Хотя, если мы просто бы рисовали бы, и каждый человек, он структурирует, старается, то, соответственно, мы бы в симметричном орнаменте по умолчанию нарисовали бы красную розу. В крымско-татарском орнаменте этого нет. Это такая дематериализация. А этот орнамент к чему ближе, больше? Это... А здесь нет центра. Нет. Ленточный, если бы он повторялся. Тоже нет. Это самый один из сложных, это асимметричный орнамент. Помните, я прорисовывал, тут разные элементы, и они имеют вот... Его можно очень так условно, да, включить в симметричный, так как у нас здесь два цветка, здесь два цветка. Но формы цветков, их направление и вот эта ветка, она имеет асимметрию. То есть ветку мы не можем отзеркалить. Как только мы отзеркалим ветку, это станет сразу древом, симметричным орнаментом. Как я уже говорил, что каждый из этих орнаментов несет свои смыслы. И если этот орнамент присутствует, например, как украшение в оружии, то, соответственно, значения этих элементов будут уже нести в контексте этого ремесла и в контексте культуры, например, милитаристики, значение защиты, охраны, доблести, пожелания побед, подвигов. В керамике мы в основном опираемся на семантику орнамента, которая взята из вышивки, из свадебной традиции. И я вот в этом контексте сейчас вам прочитаю. В симметричном орнаменте есть у нас основание, низ, верх и две стороны, которые отображаются. Кипарис в семантике – это символ мужчины, отца, если говорить о семье. Роза – это мать,
Гвоздика – это знак преклонного возраста, мудрости, это знак еще пожилого человека. То есть пожилой человек у нас накапливает опыт, знания, которые передает. Также мы можем использовать, например, уже гвоздику как общий символ, знак знаний. Это может быть уже учитель. Если мы хотим изобразить в композиции тему педагогики, преподавания и ученики. Тюльпан – это юноша, молодой мужчина, это может быть сын, это может быть брат. Миндаль – это девушка, девочка, дочь. Читается по одной из сторон. Так как это орнамент, мы его отзеркаливаем сюда. Значит, здесь мы видим мальчика, девочку, девушку или женщину, более старшую, Розу, главу семьи и маму. Также каждый из этих элементов, он несет в себе определенные характеристики. Что такое мама? Мама – это человек, который заботится об семье. Это человек, который передает знания, обучает, охраняет. И вот эти мелкие элементы, остренькие, это тоже могут быть элементы такой защиты, охранной системы. Перейдем к этой композиции. Попробуйте ее прочитать. Какие элементы вы видите и что вы запомнили. Тюльпан. Это кто у нас? Это юноша. Есть. Роза. Это девушка. Мама или девушка. Гвоздика. Это бабушка. Это может быть бабушка, дедушка, да. Это мама. Да, это взрослые, это знания. И смотрите, сколько здесь маленьких тюльпанов. Это дети. Это дети, мальчики, да? В данной композиции я, как художник, уже могу, например, интерпретировать это как пожелание продолжения рода. Потому что у крымских татар мальчик, он является продолжителем и в будущем главой семьи. Поэтому эта композиция – это такое пожелание вот этой семье, продолжение рода, чтобы у них родился преемник, мальчик. И есть рамка. Вот это у нас ленточный орнамент, который обрамляет и собирает всю эту композицию в центр. Вот очень короткий такой обзор на семантику крымско-татарского орнамента. Большая благодарность, что вы прослушали небольшой курс о крымско-татарском орнаменте. Я Рустем Скибин. Искусство, культура, история крымских татар.